Отец, кто он? Надеваешь его ботинки и спотыкаешься. Примеряешь очки и говоришь: «Я папа». Выпрашиваешь ключи от его машины и, садясь за руль, чувствуешь, что ты взрослый. Донимаешь глупыми вопросами. После тяжелого рабочего дня садишься к нему на колени и спрашиваешь: «Что ты принес мне?» Стремится исполнить твои капризы, несмотря на холод и жару, ужасные пробки. Гордишься им перед другими детьми. А сегодня говоришь: это уже не модно, не желая надевать его ботинки, не носишь его очки. То, чем ты гордился в свое время перед своими друзьями, его одежда, вещи, машина, тебе уже не нужно. Его привычки и поведение раздражают. Теперь тебе стыдно за него перед друзьями. Опаздываешь? Волнуется, но прячет свои переживания. Звонит? Обижаешься. Приходишь поздно? Ругает, переживая за тебя. Ты грубишь, повышаешь голос. Он замолкает, но не от страха перед тобой, а как будто получает неожиданный удар. Еще вчера ты был ребенком на его шее. Теперь ты гораздо выше. Еще вчера ты не мог правильно произносить слова, а сегодня пытаешься запутать отца своей грубостью. Ты забыл своей ненависти, что он твой отец. Вспомни, как он терпел твои глупые детские выходки, и будь терпелив к его старости и болезням. Он ждал твоего появления на этот свет целых 9 месяцев и встретил тебя с огромной радостью. Но твое хмурое выражение лица не является доказательством твоей крутизны, не является признаком того, что ты вырос и реализовался. Будь внимателен. Как ты относишься к своим родителям, так и твои дети будут относиться к тебе. Человек не покинет этот мир, пока не увидит плоды своего отношения к родителям.